Николай Егорович Мординов. Амматчия. 9. Почему? Майя Сидорова очень любила собирать гербарии. Любовь к этому занятию появилась у нее совсем недавно, весной, когда она увидела в школе красивые гербарии, собранные другими девочками. Ежедневно Майя приносила домой разные травы и цветы. Дома Анна заботливо расправляла листочки и стебельки растений и вкладывала между страницами старых книг. «Ты что, всякий мусор в дом тащишь?» — сердилась на нее мать. «В школе велели домашнее задание», — объяснила Майя. «Это для учебы нужно. Если нужно, пусть бы сами забирали. Нечего детей заставлять». Однажды летом Майя со своей подругой Ниной принесла домой много разных цветов и трав. В это время у матери сидели за чаем две старухи, Мавра с Варварой. Старухи увидели подруг и, прихлебывая чай, заговорили о том, что нынче дети пошли какие-то непутевые. В голове у них одни книжки, а вот мы, бывало, и пошить, и постирать все делали, а эти ходят цветочки рвут. Зачем они им? Это гербарий. «Понимаете, гербарий», — сказала Майя и убежала с Ниной. Старухи пришли в ужас. «Гербарий! Ты слышала, Катрис, что сказала твоя дочь? Гербарий! Не может быть!» — изумилась Катрис. «Она никогда у меня не грубила взрослым». «Да-да, так и сказала. Гербарий!» Катрис вскочила, сгребла в охапку все, что принесла ее дочь для гербария, и бросила в печь. Майя долго плакала по своему гербарию. Девочка объяснила матери, что такое гербарий, и что ничего плохого она не сказала старухам. Все равно, незачем таскать в дом всякий мусор. Пришлось Майе носить цветы, листья, травы для гербария не к себе домой, а к подруге Нине. Там она все это перебирала, сушила. Осенью Майя понесла свой гербарий в школу. Он очень понравился учителям, и они послали гербарий Майи в районный отдел народного образования. Однажды зимой в холодный морозный день к Сидоровым в дом вошел весь белый от инея почтальон. «Вот мороз, так мороз», — весело сказал почтальон. «И в такую погоду просылаю телеграммы. Из Москвы пришла, получите». «Да ты что?» — замахала руками Катрис. «Это ошибка, это кому-нибудь другому». Через несколько дней о пионерке Майе Сидоровой, отличнице 4 класса, узнал весь район. Ее гербарий попал в Москву, и ученые-ботаники присылали ей благодарность и поздравления с премией. Благодаря Майе в Москве узнали, что в Якутии много лекарственных трав и цветов. Это большое богатство. Вот только жалко, что в гербарии Майи не оказалось растений, которые цветут в первую половину лета. «О, темнота моя, темнота!» Больше всех сожалела Катрис. И надо же было в тот день прийти Мавре с Варварой. «Причем здесь Мавра с Варварой?» Катрис было досадно и совестно сказать, как было дело. «Почему?»